Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию «Романовы». «300 лет правления Романовых. Воцарение новой династии. Смута. Церковный раскол. Бунты XVII века. Развитие культуры и образования. Вхождение Якутии в состав России. Здесь вы узнаете, почему именем Петра была названа целая эпоха. Эпоха наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года. Информация у нас представлена в увлекательной и интерактивной форме. В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке. Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает вас на выставку «Рюриковичи». Здесь вы можете познакомиться с историей первой российской династии князей и царей. Узнать что-то новое о средневековом бытии и жизни обычных людей. Ключевые события в истории государства. Посмотреть документальные фильмы об истории государства, его культуре, религии. Также вы можете проверить свои знания в интерактивной викторине. Вы узнаете много интересного, посетив нашу выставку. Ждем вас!
Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию «Романовы». «300 лет правления Романовых. Воцарение новой династии. Смута. Церковный раскол. Бунты 17 века. Развитие культуры и образования. Вхождение Якутии в состав России. Здесь вы узнаете, почему именем Петра была названа целая эпоха. Эпоха наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года. Информация у нас представлена в увлекательной и интерактивной форме. В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке. Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает вас на выставку Рюриковичи. Здесь вы можете познакомиться с историей первой российской династии князей и царей. Узнать что-то новое о средневековом быте и жизни обычных людей. Ключевые события в истории государства. Посмотреть документальные фильмы об истории государства, его культуре, религии. Также вы можете проверить свои знания в интерактивной викторине. Вы узнаете много интересного, посетив нашу выставку. Ждем вас!
Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию «Романовы». «300 лет правления Романовых. Воцарение новой династии. Смута. Церковный раскол. Бунты XVII века. Развитие культуры и образования. Вхождение Якутии в состав России. Здесь вы узнаете, почему именем Петра была названа целая эпоха. Эпоха наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года. Информация у нас представлена в увлекательной и интерактивной форме. В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке. Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает вас на выставку «Рюриковичи». Здесь вы можете познакомиться с историей первой российской династии князей и царей. Узнать что-то новое о средневековом бытии и жизни обычных людей. Ключевые события в истории государства. Посмотреть документальные фильмы об истории государства, его культуре, религии. Также вы можете проверить свои знания в интерактивной викторине. Вы узнаете много интересного, посетив нашу выставку. Ждем вас!
슬리람 가지지 해제가 가는 보고 봐 에르비넷 비라야 녀땅치 너땅치 녀땅야 대자방 예 동배야 막다 아예 깨라 어디 녹떨랭해리람 가방 슬리람 가지지 해제가 가는 보고 봐 Günün bütün derimiyen Anyolar erekete Tuğla erekirde Yerip götün irgide Oyak kalanı deri Yollan tebeli Я родился в Осе. Это исторический город в Пермском крае. Как почетный житель этого города я везде рассказываю о своем родном городе. В 2021 году мы организовали флешмоб. Из многих городов России в Осу пришли почтовые открытки с видами городов страны. В этом году центром является город в республике Саха-Якутия, столица Якутск. Присылайте, пожалуйста, в этот город почтовые открытки с видами городов, где вы сейчас живете. Снимайте фото, видео, присылайте, участвуйте в нашем конкурсе и расскажите о самом лучшем месте, где вы сейчас живете. «Россия. Моя история» – это система мультимедийных исторических парков по всей России, которые объективно и панорамно рассказывают об истории нашей страны, начиная с древнейших времен и заканчивая
нашими днями. Сегодня мы поговорим о том, как исторический парк превратился в многофункциональный музейно-выставочный центр. Об этом нам расскажет директор музея Дмитрий Иванович Соловьев. Дмитрий Иванович, расскажите, пожалуйста, о концепции вашего музея, о чем он рассказывает. Концепция нашего музея, исторического парка, исходит из того, что мы должны представить более чем тысячелетнюю историю. И здесь, в 4 залах, как раз-таки и представляем материал, который наработан большим творческим коллективом, учеными, специалистами, историками самых крупных научных учреждений России. Это Институт истории РАН, это РГГУ, это МГУ имени Ломоносова. И ряд других экспертов участвовали в подготовке материала вот для этих выставок. Они делятся у нас на 4 экспозиции. Это Рюриковичи, Романовы, первая и вторая половина 20 века. Здесь большая работа также представлена наших отечественных художников, дизайнеров, ну и, конечно, уже современных специалистов, компьютерных графиков. Здесь присутствует помимо истории России, история нашего региона. И в каждом из 23 региональных исторических парков представлена история региона. Концепция должна давать возможность ощутить вот эту многовековую историю нашей страны, нашего региона, ощутить вот этот фундамент, это дыхание вот этой истории в такой познавательно-увлекательном формате, чтобы понимать, насколько глубоки наши корни нашего Отечества. Насколько, значит, богата наша культура, сколько пронизано вот через эти вот тысячи лет, да, вкладом каждого человека, который живет на этой земле, наших выдающихся деятелей науки, культуры, чтобы понять, что мы имеем, что мы получили от прежних наших поколений и что мы должны сделать. И исторический парк – это место встреч, место, где человек познает и историю, и соприкасается к современным тенденциям. Через разные форматы он участвует в формировании сегодняшнего, своего настоящего и, по сути, будущего. У нас реализован проект исторического парка как отдельно стоящее здание, вот, двухэтажное, ну и с определенными инфраструктурой. Да? Мы предлагаем самое современное, самое интересное. Скажем, не концентрируемся только на истории. Мы место притяжения, мы центр общественной жизни, мы центр культуры, мы центр, где люди общаются, где они обретают друзей, где они знакомятся с чем-то интересным, проводят с интересом свое время. И для маленьких детей у нас есть что показать, рассказать, и для старшего поколения более какие-то глубокие вещи. Да? Есть программы выходных дней. Мы вместе тут отмечаем государственные праздники, какие-то крупные события в жизни России, в жизни нашей республики. Вот в этом году это столетие, конечно же, нашей республики. И вот мы находимся сейчас в этой прекрасной экспозиции, в которой вложено очень много труда наших историков, наших дизайнеров, специалистов в области компьютерных технологий. Это современная история Якутии, проект, который охватывает период конца XIX века до настоящего момента. В концепции нашего проекта «Современная история Якутии» вот этот панорамный зал, он представлен, как вы видите, на полу, движущийся календарь, якутский календарь. Да? Это как бы символизирует ход нашей истории. Вот. А сверху, по периметру, мы видим фотографии тех людей, которые вот за эти 100 лет внесли наиболее существенный вклад в развитие Якутии. Стоя вот в центре этого круга, ощущаем себя частью хода истории. И, конечно, хотелось бы, чтобы люди, находясь в этом кругу, они не думали только о том, что они пассивные участники, да, этого процесса, но они должны внести и оставить какой-то свой след. Театральная экспозиция. Как взаимодействует музей с театром? Мы регион развитого театрального искусства, и в Якутии находится 4 золотых маски. Это как бы высшее достижение в театральном искусстве, насколько я понимаю. Вот, и этим мы гордимся. 9 из 10 театров государственных, которые работают в Якутии,
а также ряд музеев наполнили эту экспозицию своими экспонатами. Это натуральные экспонаты, вещи, принадлежавшие тем или иным театральным деятелям, концертмейстерам, дирижерам, вот, нашим известным. И каждый же знает, как зарождался наш театр, а ему тоже уже более 100 лет. Какие люди творили в этом искусстве. А это большой массив, это отдельная совершенно сфера, да? И вот погрузившись вот в это, значит, ощутив это дыхание, да, какой-то новой совершенно жизни, человек начинает понимать, насколько мы богаты, культурно и духовно. Вот мы находимся на выставке «Путь Элляя». В чем мультимедийность, в чем идея этой выставки и как она работает? Ну, мультимедиа-средства, которые мы используем, а мы являемся мультимедийным в основе своей историческим парком, это мультимедиа, это современные технологии как бы восприятия, которые позволяют по-новому воспринимать реальность. Да? Это аудио, визуальные эффекты, это различные интерактивные технологии, компьютерные технологии, которые мы активно используем. Вот «Путь Элляя» — это, наверное, самое высокотехнологичное, скорее всего, последний наш вот такой крупный проект с Институтом геокультурного развития, тоже к столетию сделан. Это выставка, которая позволяет так образно, целостно и философски представить себе вот глубину нашей истории, начиная от нашего легендарного прародителя Элляя тоже до современности. Эти технологии, допустим, здесь представлены, это такой объемный звук, изображение, которое проецируется в формате там 3D. И человек, вот просматривая вот эту вот как бы калейдоскоп вот этих вот образов, да, он воспринимает вот эту жизнь по-другому. Всем нам известная история, но она обыгрывается через вот такие аудиовизуальные образы, через наши традиции, через нашу философию нашего народа, да, через какие-то крупные события, через которые прошла наша страна, наша Якутия, да, чтобы мы идентифицировали себя как часть вот этой истории. Опять же, вот эта цель. Якутия – это алмазная история. Расскажите об этой экспозиции. Компания «Алроса» совместно с Конгресс-центром Якутии, с правительством Якутии вот, решили создать такую выставку для того, чтобы жители Якутии смогли бы ознакомиться вообще с самими алмазами и с теми людьми, в честь которого они названы. И родился проект 100 значит, именных алмазов к столетию Якутии. Здесь представлено порядка 60 алмазов. Это их точная копия, они сделаны из горного хрусталя. И в первую очередь здесь представлены герои Советского Союза и герои социалистического труда. Порядка 60 алмазов здесь представлены, и до конца года здесь появится еще около 40 алмазов. Фотовыставка – это одна из форм работы вашего музея. Мы же богаты не только нашей историей, нашей культурой, мы еще богаты нашей действительно удивительной природой. Она удивительной красоты. И вот эта выставка, она чем примечательна? Тем, что несмотря на то, что это федеральный проект, который уже продолжается 9-й год, «Первозданная Россия», и мы проводим уже 3-й раз эту выставку здесь, в Якутске, с нашими партнерами. Вот на этой выставке именно присутствуют работы наших якутских фотографов, а мы их называем фотохудожниками. И вот здесь представлено уже более 130 фоторабот. Это тоже по масштабу, это самая крупная фотовыставка. Музей называется «Исторический парк». Объясните, пожалуйста, чем отличается парк от обычного музея? Ну, исторические парки, по сути, являются учреждениями культуры в большинстве своем. То есть из 23 исторических парков 16 – это государственные учреждения культуры. Они просто могут быть, скажем, в форме культурно-досугового учреждения. Да? В данном случае мы имеем основной аквет – это музейная деятельность. Мы, конечно, отличаемся от классического музея, но вот музейная типология, да, нашего учреждения, она говорит о том, что мы должны формировать фонды. Что мы, конечно, в своей работе вот концентрируемся на этом, да, но получается так, что нужно приобрести эти экспонаты, может быть, даже их найти самим, да, в определенных ситуациях, вот, или принимать в дар эти экспонаты. Мы формируем эту коллекцию. Есть у нас для этого соответствующие специалисты, хранители, научные работники, и в то же время мы новое учреждение. Мы проводим здесь и конференции, и фильмопоказы,
И работаем очень много с детьми. У нас есть программа выходного дня для самого большого спектра наших посетителей. Да? Мы проводим исторические реконструкции. Мы имеем медиацентр, который снимает очень интересные программы, ролики и материалы для наших жителей, которые мы транслируем через наши социальные сети и посредством телевидения. Вплоть до того, что здесь даже у нас проводятся спортивные даже соревнования. Получается, исторический парк превратился в многофункциональный музейно-выставочный центр. Как вам удается этого добиться? Ну, я думаю, что мы, во-первых, располагаем, конечно, хорошей технологической базой, хорошей инфраструктурой, современное здание, соответствующие помещения, просторные холлы, конференц-зал, медиацентр, соответствующее оборудование, которое мы используем для проведения и видеоконференций. Мы постоянно находимся в развитии. Поэтому здесь интересно быть, с нами интересно работать, и с нами возможно получить очень интересный продукт и получить удовлетворение от своей работы, потому что у нас профессиональная команда, у нас очень хорошие технические специалисты, которые являются профессионалами своего дела, любят свое дело. И поэтому мы являемся таким многофункциональным, как вы сказали, музейно-выставочным центром, а по сути и центром культуры, просветительским центром. Центром, где проводятся большие, крупные республиканские мероприятия. И сегодня это было тоже отмечено о том, что практически один из крупных центров проведения республиканских мероприятий, посвященных столетию нашей республики, он был, собственно, здесь, в нашем музейном комплексе «Моя история», в историческом парке «Россия. Моя история». Все о прошлом, настоящем и будущем Якутии в историческом парке «Россия. Моя история». Первый и самый масштабный проект истории Якутии. Последние 100 лет, начиная с конца 19 века до наших дней. Выставка «Современная история Якутии» – это синтез современных мультимедийных технологий, арт-объектов и музейных экспонатов, ставших символами эпохи. Знай историю родного края. Итак, начинаем.
Итак, здравствуйте, дорогие дети. Вот и наш веселый Мишка потанцевал. Сейчас будем фотографироваться, да? Давайте с Мишкой фотографируемся все. Как-нибудь встанем вот так около Мишки. Все сторону камеры смотрим. Давайте вот как-нибудь покомпактнее сядем некоторые, чтобы все были видны. Кәннигелер көстүбәттәр. Садитесь.
Итак, поблагодарим нашего Мишке за его танец, за то, что он к нам прибыл из далекого студеного моря, ледовитого океана. Сегодня у нас мероприятие «Арктика в конверте». Сегодня у нас будет веселый день с играми, с авентийским танцем, а также с викториной, с интересными книгами, северными писателями. А сейчас хочу передать слово одним из главных реализаторов этого проекта, очень необходимого для подрастающего поколения. Это Ольга Владимировна Попова, одна из главных идеологов проекта. Давайте похлопаем. И Валентина Евгеньевна Горохова, художник-дизайнер этого проекта. Давайте дадим им слово. Здравствуйте, дорогие участники сегодняшнего мероприятия. Мы очень рады, что вы пришли послушать о нашем проекте «Арктика в конверте». И немного истории. Ровно год назад, даже чуть больше, родилась идея сделать такой посткроссинг, обмен адресами среди ребят, среди школьников, жителей Арктики, арктических районов далеких и школьниками других регионов. И нашей родной Якутии, города Якутска, близлежащих центральных районов, а также и других регионов, которые не знают, как живут дети в Арктике. Ведь они живут в таких труднодоступных местах, но очень красивых местах. И подумав, мы решили, что сделать такие оживающие картинки и значки. И если вот вы увидели, что наш тег «Арктика в конверте», то вы можете зайти в ВКонтакте, вы можете зайти на сайт «Арктика в конверте» и увидеть там подробности конкурса. Мы сделали вот такие значки и открытки, и внутри каждой открытки есть видеофильм. В данной открытке это фильм о белых мишках. Наши значки, видите, двух таких вот прекрасных белых мишек, которые, ну, в общем-то, получают победители прежде всего конкурсов. Заходите на сайт, заходите в ВКонтакте, там вы будете видеть условия, взаимодействуйте, переписывайтесь с детьми «Арктика в конверте», с детьми из Арктики. Вот дальше у нас были, мы сделали значки на разные темы. Это быт народов Севера, это сказочные герои, это белый мишка, животные. И непосредственный наш дизайнер, это вот прекрасная молодая девушка Валентина Горохова, которая закончила Якутский колледж технологий и дизайна и разработала, посмотрите, вот такие очень милые эскизы, очень такие жизнерадостные, очень такие тематические эскизы. Вот у нас мы рассказываем про оленеводов и рыбаков, как они проводят, как говорится, свой быт. Это сказочные узоры. Кто узнал, кто скажет, что это означает? Тому подарим открытку. Так. Что это? Нет, еще варианты. Северные. Это оберег северных народов. Ну-ка. Что это? Нет, давайте еще. Это, ладно, подскажу. Это, да, кого? Нет. Так, как уже кто-то близко, уже теплее. Это оберег. Оберег. Вот видите, вам надо зайти и почитать. Какой птички?
Нет, не чайка. Это оберег северных народов, и венкийских, и венов, юкагиров. Ну-ка, как? Узор народов севера. Кто-то подскажет, это лапка Г, но не гуся. Нет, не гуся. Ну, кто-то хочет получить вот такую открытку, в которой, вот видите, лапка – это оберег, на Г – птица. Вы знаете. Вот, молодец. Кто сказал Гагары? Тот и выиграл. Все, сейчас мы. Молодец, первый победитель есть. Ну, еще... Так, да, лапка Гагары. Еще вот, видите, вот такие значки в виде костра, огня, а внутри такие миниатюрные рисунки быта, как ловят рыбу, как живет семья, мама, папа, дети. Все вот в этих ювелирных таких значках. Наши значки вы можете поближе посмотреть в торговом центре «Экспоцентр» на 4-м этаже. Вот. Также дети, которые принимали участие, сделали замечательные ролики. Они зашифрованы вот в этих открытках. Вы тоже можете посмотреть, обменяться со школьниками из северных арктических районов. Ну что же, а наша компания производит значки, медали, украшения. Мы будем рады, если вам понравилась наша презентация, понравится наша продукция. Ну и, конечно же, мы желаем всем ребятам, которые пришли, всем, кто нас слушает, полюбить жизнь народов нашего севера, узнать о ней побольше, узнать, какие красивые, прекрасные места есть, какие традиции, какие сказки, какие истории, какие писатели. Все это будет вот на сегодняшнем квесте и презентациях дальнейших. И хочу сказать, чтобы вы росли, выбирали свои профессии. И если кому-то будет интересна деятельность нашего предприятия, то всегда, пожалуйста, есть наши контакты, мы расскажем, также приходите. Все, спасибо большое за внимание. Наше сегодняшнее мероприятие проходит в рамках проекта «Арктика в конверте». И давайте сейчас позвольте вручить благодарственные письма Ольге Владимировне и Валентине Евгеньевне. Пожалуйста. От нашей организации, региональной общественной организации «Моя история» и от исторического парка. Пожалуйста. Вот. Так, еще. Сегодня у нас будет игра с призами, очень хорошая, интересная. И эту игру нам проведет наша сотрудница Мария Ивановна Маркова. Давайте похлопаем. Поучаствуйте активно и получите замечательные эксклюзивные призы. Вот. Давайте сейчас начнем. Сначала Мария Ивановна познакомит вас, о чем будет эта викторина. Потом начнем. Добрый день, ребята. Мы сегодня немножко поиграем в викторину, хорошо? Викторина очень простая, про Арктику. Хорошо? Вопросы очень простые, не стесняемся. Хорошо? Сейчас нам включат. Вот, познавательная викторина. Давайте. Вот, у нас Арктика окружена Северным Ледовитым океаном, да? Она самая далекая, и арктический регион поделен среди 4 стран, да? Сколько мы знаем.
Итак, первый этап. Готовы? Давайте. Как с греческого переводится слово Арктика? Давай. Что? Нет. Давай. Нет. Это животное, ребята. Медведь, да, Саркос, медведь. Хорошо. С греческого слова, да? Так, давайте следующий вопрос. Как называется грандиозное явление природы? Давай. Молодец, да, вот, северное сияние. У нас оно тоже недавно было, да? В новостях писали. Да. Да, я тоже не видела, к сожалению. Да. Следующий вопрос. Готовы? Давай. Во что превращать? Давай. Лед, да. По Цельсию, по градусу, да. Если чем ниже нуля, то -1, и, соответственно, у нас появляется лед. Вопросы очень легкие, давайте играть. Копытные животные. Олени, да. И еще один какой-нибудь, знаете, кроме оленей? Овцебык, ребята. Он же у нас, по-моему, есть в парке Ортодойду, да? Овцебык. Если вам интересно, можете там посмотреть. Да. Так, следующий вопрос. Что такое полярная ночь? Да. Полярная ночь. Да. Долго-долго длится зима, да? От 50 до 150 дней, как у нас был очень туманный январь, да, долго-долго было, да? Не поднимается, солнце вот так вот не поднимается, оно чуть-чуть поднимается и обратно опускается, как будто это и называется полярная ночь. Так, дальше. Есть ли в тундре насекомые, в Арктике? Точно? Например, кто? Комары, конечно. И даже пчелы есть, ребята. И пчелы, и даже обнаружили бабочки. Это было открытие. Угу. Я сама тоже удивилась. Так, следующий вопрос. Ластоногие, ребята. Кто такие ластоногие? Нет, в Арктике он не обитает. Моржи есть еще. Ласт. Вместо лап у них ласт. Они плавают там. Морские котики и тюлени, да. Моржи, смотрите, какие у них длинные клыки, да? Так, про это будет вопрос тоже. Так, следующий вопрос. Давайте. Да, конечно, Мишка, который был у нас только недавно в гостях. Так, следующий вопрос. Самый холодный океан. Да, Северно-Ледовитый, молодцы. Вот он, окружает всю Арктику, да? Судно, которое прокалывает другим замерзающим судам. Ну-ка. Да, молодец. Он прокладывает путь, да? Северный Ледовитый океан, как наша Лена, иногда замерзает, и тогда лодки не могут приплыть, поэтому вызывает ледокол. Он ломает эти льды и открывает путь. Так, следующий. С длинным рогом, ребята, морской. Нарвал, да, кто-то сказал нарвал. Они только там и обитают. Они еще не вымерли, ребята, они еще есть. Так, следующий вопрос. Так, нет, почему? Да, они вообще в разных полюсах. Смотрите, мы на северном полюсе, а они на южном полюсе. Хорошо? Угу. Так, следующий. Ну-ка, это уже видео вопрос, ребята. Так, и... Ой. О, Виктор Борисович.
Сейчас, подождите, ребята. Сейчас нам подключат. Так, ага, включите, пожалуйста. Тут не включается, оказывается. Это что за мультик, ребята? Да, мамонтенок. По сценарию он проснулся изо льда, да? Да, он проснулся, а рядом никого нет. И подошел к моржу. И муж очень удивился, да, и сказал, что давно таких людей нету. Людей, животных, да? И где они? Так, у нас, кажется... Да, это их дальний родственник, да? Мамонты, их слоны. Так, у нас должен был быть в виде вопрос. Ладно. И вот вопрос заключается в том, да, кто дальний родственник мамонтов, и у нас уже ответили, что это слоны, да? Ага, так. Вот. Тут должно было включиться видео тоже. В Арктике, ребята, очень славится праздник Вороний день. И он отмечается в апреле. И родители обычно празднуют его очень торжественно. Да? Они рано утром будут детей и говорят: вон, вам ворона подарки принесла, говорят. И на деревьях, вправду, висят иногда подарки, баранки. И вот вопрос, почему именно символом праздника является ворона? Не проживает, ага. Но почему именно символ ворона? Почему не синица, например? Воробей тоже там не живет. Ага, они... Кто? Вороны, да? Нет, не поэтому, ребята. Птицы у нас какие, ребята? Они перелетные или живут в одном месте? Да, она первая прилетает в арктический луз, в Арктику, да, и поэтому это у них символ весны, то есть именно поэтому называется Вороний день. Так, следующий, вот. И вот, это из мультфильма. Какое национальное жилище тут нарисовано? Как называется? Да, они переселяются, поэтому легко собрать, легко разобрать, да? И как это называется? Как ее зовут? Нет, говори. Яранга, да. Яранга или чумы. Вот, смотри. Собой универсальное жилище, да, кочевых народов. Или яранги, вон такие, летние. Итак, предпоследний вопрос. Так, тоже должен был быть видео-вопрос. Ну да ладно. Это, смотрите, клык какого животного использовали древние жители Чукотки? Моржа, молодец. Вот на этом клыке было нарисовано, вот тут очень интересное видео, ребята, на самом деле, было найдено очень древнее захоронение жителей Чукотки. И там прям было нарисовано, как они охотятся на китов, как они переселяются. В общем, хорошо. Да. Как называется жилище белых медведей? Нет. Да, берлога, молодцы. Они в снегу себе выкапывают берлогу, да, и ложатся туда спать
Все, спасибо, ребята. У меня все. Так, позвольте вручить благодарственное письмо Марии Ивановне, которая нам очень сильно помогает в этом проекте. Вот. Сегодня в рамках этого проекта вам предлагается написать в открытках ваши вот какие-нибудь слова, такие вот детские, да, привет и так далее, как дела, и отправить северные улусы детям, которые там проживают, в Верхоянске, в Абыйском улусе. Вот это называется посткроссинг. То есть вы общаетесь через открытки, через письма, которые раньше были, но сейчас в условиях современных технологий люди общаются через WhatsApp и открытки не отправляют, да? Мы, старшее поколение, это помним. В советское время мы активно писали, там друг другу открытки отправляли, но сейчас мы хотим, чтобы это забытое старое немножко проблеснуло, как сказать, у подрастающего поколения. И, может быть, у вас завяжется дружба с детьми северных улусов. Может быть, будете переписываться, знакомиться, созваниваться, потом у вас вырастет дружба. Самая настоящая и крепкая. И они вам могут много чего рассказать, да? Вы можете много чего рассказать, потому что там, как мы видим из викторины, очень много чего интересного есть. Есть, например, вот эти овсевики, да? Они в Анабарском улусе обитают, и дети и там анабарские их видят. Там устраивают оленьи скачки такие. Ну, олени такие маленькие по сравнению с лошадьми, они не быстро бегают, но это очень интересно, как на них ездят вот эти малыши, да? Потому что дети устраивают скачки на оленях. Вот. Вот вообще жизнь кочевая в тундре. Там детям вот, с малолетства дают вот ездовых оленей. Оленят, дети за ними смотрят, и они вырастают ездовых оленей. Называется это учах. Да? Вот. И это очень интересно. Когда-нибудь кто-нибудь из вас, когда повзрослеет, обязательно, может быть, обязательно увидите эти северные просторы, эту северную степь, тундру. Поедете по горам, Верхояние, увидите горы Киселях, студеное Северное море. Может быть, и вам удастся и покочевать, да? Вот, северными кочевниками по тундре. Итак, давайте я немножко расскажу, о чем этот проект. Это проект «Арктика в конверте». Вот. Это краткое название. Проект предназначен для того, чтобы между детьми завязывались знакомства. То есть это способствует улучшению коммуникативных способностей детей. Да? А также вот, открытки издает через этот проект. Например, вот эта семья Атласовых, Василий Атласов. Кто-нибудь был в усадьбе Атласовых? Василий Атласов, он эвенк по национальности. Его сын Николай тоже эвенк, мать якутка. Вот. Здесь, в этой открытке, сзади есть QR-код, например, где рассказывается о северной семье. А также есть вот такие замечательные открытки, которые рассказывают о кухне северных народов. Например, вот это вяленое, копченое мясо
горного барана, называется хорча. Вот. И вот все это очень интересно. Вы можете, вот как говорится, есть у этого проекта сайт, через который вы можете переписываться с детьми из других регионов. У нас сегодня должна будет состояться ВКС, вот, онлайн-конференция, в которой бы дети города Сергиев Посад и вот, Абыйского улуса, села Кенкюль, маленькая школа, где 19 детей учатся. Они должны были сегодня пообщаться, но вот, из-за технических причин у нас ВКС сегодня, вот, онлайн-конференции у нас сегодня нету. Так, давайте сейчас мы заполним эти открытки, потом послушаем наших коллег из централизованной библиотечной системы, вот, которые сегодня вам расскажут о книгах, которые рассказывают о севере, о прекрасном, но суровом, но прекрасном севере. А также я вот от себя хочу сказать, что мне очень нравятся повести двух писателей, лично мне. Одна повесть называется «Жизнь Импергина Старшего». Там есть вот эта книга, заметил, да? Произведение это писателя Теки Адулока, юкагирского писателя. Есть такой народ юкагиры, их очень мало осталось. Они, ну, к сожалению, они вот их ассимилируются. Вот. И из-за того, что ну, идет урбанизация, да, молодежь уезжает в города и вот не возвращается в родное село, в родную тундру, поэтому вот идет такая плохая тенденция вымирания юкагирского языка. Так что дети надо вот свою культуру, свой язык обязательно уважать, обязательно интересоваться, учить и распространять, насколько это возможно. Вторая повесть, моя любимая, называется «Чучуна и Суланья». Чучуна – это, ну, вот, что-то вроде снежного человека якутского, да? Но это не снежный человек, это просто одичавший человек. Он влюбляется в прекрасную девушку, между ними происходит любовь, и эта любовь делает этого дикого человека вот, человеком, да? То есть он сбрасывает свою шкуру, которую вот он носит на плече, и становится, умывается, одевает одежду и становится человеком. То есть любовь может творить чудеса и делать из диких людей цивилизованных, ну вот людей, да, которые есть. То есть не диких, которые бегают там по горам, а людей, которые вот, люди, как говорится, да. Очень интересные повести, обязательно прочитайте. Хахалы Табар. И русский перевод тоже есть. Так что вот рекомендую эти две повести, а другие вам сейчас расскажут после того, как вы заполните эти открытки. Вот. Сейчас я хочу, вот, пользуясь случаем, дать благодарственные письма тоже вот нашим коллегам, вот, Саргалане Лазаревне, Алевтине Николаевне, Айталине Федоровне и Людмиле Николаевне. И кроме этого я хочу дать, мы хотим от исторического парка и Русского географического общества дать вот такую книгу об Обручеве, она вот Бурулыхджар, да, самая новая, и открытки об Обручеве. Вот, то есть там вот. Библиотеку надо стараться обогащать. У нас есть вот книги, которые мы обмениваем у читателей. Все время это слово выходит из головы. Буккроссинг, да? У нас есть проект Буккроссинг. Вот, если у вас будет время сейчас, после проекта, я бы хотел показать наши книги, которые там у нас хранятся. Давайте сейчас, пока дети заполняют, да, сейчас они закончат. Начнем, да?
Добрый день, уважаемые организаторы, участники сегодняшнего мероприятия. Позвольте от имени централизованной библиотечной системы города Якутска поблагодарить вас, организаторов, за проект «Арктика в конверте», предпринимателя Ольгу Владимировну Попову и главного партнера проекта «Исторический мультимедийный парк «Россия. Моя история» за приглашение принять участие на мероприятии. И позвольте поблагодарить за преданность своему делу и бережное отношение к истории и своим культурным ценностям. Желаем вам счастья, благополучия и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. И слово передаю коллеге Людмиле Николаевне Нинаховой. Добрый день, юные друзья. Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, хозяева этого замечательного мероприятия. Мы, как уже сказали, мы, Краеведческая библиотека, рады приветствовать вас и просто рады за то, что вы нас пригласили на такое замечательное мероприятие «Арктика в конверте». И сегодня мы сюда пришли с замечательной выставкой, именно замечательная выставка, я не оговорилась, которая называется «Северное сияние», где представлены книги известных авторов малочисленных народов Севера. Но здесь, ребята, представлены книги не все, которые находятся в фонде нашей библиотеки. Это только небольшая часть. Просто невозможно было объять необъятное. Правильно, да? Поэтому у вас есть такая возможность стать читателем нашей краеведческой библиотеки, воспользоваться фондами нашей библиотеки и прийти к нам. Мы после мероприятия раздадим вам регистрационные карточки, которые ваши родители заполнят, и вы станете нашим читателем. Потому что наша краеведческая библиотека сотрудничала, будет сотрудничать с вашей школой. Так что милости просим в нашу краеведческую библиотеку имени Белинского. Здесь вы видите, что представлена литература юкагирских народов, эвенской литературы, эвенкийской, чукотской, нивской. Но я же, как уже сказала, что это только наиболее такие знаменитые, что ли, наиболее известные писатели, которые на слуху. Вот. Литература народов Севера довольно-таки... Жизнь ее недолго, ей даже нет 100 лет, как она возникла. Она возникла в 1930-х годах, и зачинателем литературы народов Севера стал юкагирский писатель, его псевдоним Теки Адулок, Николай Иванович Спиридонов. Что значит Теки Адулок? Это значит маленький юкагир. Адулок – это юкагир. И вы знаете, это очень талантливый, можно сказать, гениальный человек. Он прожил всего, ребята, всего 32 года. И за эти свои 32 года он очень много успел и очень многое сделал. Это первый ученый народов Севера, общественный деятель. И родился он в далеком 1906 году. Но за свое недолгое время, ему всего было 32 года, он был репрессирован в 1937 году. Вы в дальнейшем по истории это будете, ребята, изучать. Он отучился в Ленинградском университете, закончил его, получил диплом, и уже со 2-го курса он начал ездить по северным районам. Он долгое время, почти 7 месяцев находился на Чукотке, где он собирал материалы для своих книг, для своих произведений, для своих документальных. Благодаря ему он составлял юкагирско-русский словарь, эвенкийско-русский словарь. Он рассказал о жизни юкагиров, поднимал очень острые вопросы о том, что юкагиры – это
люди, которые вымирают, что они живут, им очень тяжело. Но действительно, представьте, на севере, да, где нет, где приходится добывать себе пищу, приходится добывать себе воду. И поэтому он ратовал за то, чтобы обратили внимание на северные народы. То есть это один из первых писателей, общественных деятелей, ученых, которые обратился к советской власти, и именно во время советской власти обратили внимание на жизнь северных народов. Как уже сказал предыдущий лектор, в 1934 году, когда ему было всего 28 лет, он написал замечательную книгу. Я вам ее покажу. Она есть как на русском языке, так и на якутском языке. «Жизнь Имтюргина-старшего». Вот эта книга, это рассказывает о тяжелой доле юкагирских народов, которые вели кочевой образ жизни. И эта книга именно для вас, ребята, для среднего и старшего возраста. Там рассказывается о морозах, о том, как умирали люди, о том, как им жилось тяжело, как приходилось охотиться, добывать себе пропитание. Я не буду долго на этом останавливаться, еще про другое произведение я вам расскажу, тоже уже говорили. Это книга Николая Обычанина «Чучуна и Суланя». Суланя — это звали так эвенкийскую девушку, а Чучуна, как уже сказали, это снежный человек. Но не совсем снежный человек, да, это человек, одичавший человек. Вот. И благодаря... Эта книга состоит из 2 частей и тоже рассказывается о жизни эвенкийского народа. И именно Николай Обычанин, он очень любил свою родину, любил свою природу, любил свой север, любил свой северный край, и он очень хорошо знал фольклор, обычаи, легенды своего народа. И вот эта книга, она основана на легендах этого народа. И как уже сказал предыдущий лектор о том, что именно сила любви, она помогает людям превратиться, как этот человек, Чучуна, поверил в человеческие отношения, поверил в любовь и превратился в человека благодаря вот этой девушке. А еще, вы знаете, эта книга говорит о национальном характере женщины, о том, что женщины севера – это стойкие люди, которых уважали мужчины, потому что женщина на севере – это главный человек в семье. Она ухаживала за домом, она добывала, она кормила, она следила за огнем, и поэтому ее слово было… Мужчины подчинялись женщине на севере. И несмотря на такое вот, что женщины, казалось бы, хрупкие, да, такие нежные, ласковые создания, но они властные, они знают свою линию, и поэтому именно благодаря женщинам на севере выживали люди, выживали семьи. Вот я вам рассказала только лишь о 2 писателях. Теки Адулок – это зачинатель литературы народов Севера. Запомните это имя – Теки Адулок, ребята. Вот. И вот я вам рассказала о вывенском писателе. А здесь, дорогие друзья, юные друзья, вы все равно в течение лет будете учиться, все равно будете обращаться к литературе народов Севера, поэтому можете подойти, познакомиться с нашими книгами, да, и в дальнейшем прийти в нашу библиотеку. Мы будем только очень рады. Вот. Ну, так что я желаю вам хорошего чтения и всего доброго вам. Надеемся, что мы будем с вами дружить и что вы станете нашими постоянными читателями нашей библиотеки. И вам всегда книга всегда поможет вам, всегда, и в учебе, и в досуге. То есть книге нужно дать добрый совет. Так что всего доброго, приглашаем вам. А теперь давайте сейчас поиграем
очень интересную игру, эвенкийскую, и немножко потанцуем. Сегодня нам помогает Саргалана Христофоровна, которая нам вот, в национальной одежде эвенкийской. Давайте ее похлопаем, поблагодарим и вручим ей благодарственное письмо. И я хочу вас всех, чтобы все встали. Ладно, кто? Давайте, выходите. Ага. Прямо на сцену. Давайте, ага, в том месте. Давайте вокруг, ага. Давайте вокруг. Вот этот конец И да, делаем шаг в сторону, левая нога раз, делаем в сторону шаг, и правая нога, ну пятку ставим в пятку, раз, и потом поднимаете 3 на носочках и 4 присели, еще раз, в сторону, раз поставили на пятку, вместе и чуть-чуть приподняли. Всем понятно? И повторяем за мной. Дерио, 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 Нет, но все равно повторяем. Внимательно, ребята, слушаем и повторяем за запятым. Хорошо? Еще раз. И дерио, 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 редес, дерио, 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 редес, деренде, уде, редес, деренде, уде, редес, чалбук, сиги, буга, ялбук, чалбук, сиги, буга, ялбук, Абдулай ты кете, Абдулай ты кете, Селемeye tekte, Селемeye
Игра называется, ребята, море. Умеет держать море. Море. Ребята, сейчас будем играть олимпийскую игру, которая называется Нориден. Хөп? Сақылы бевары білағыт. Біләбет наға жойды. Білген болағына меха манна секундомердақ кейін ады. Ким секундомер хатан көрөрі? Волейболист ким бары? Нет, ты умеешь секундомер смотреть? Қайыққа көріқтейін нәреққа. Білген күгірді көріқтейік бісіп. Ойны бір абылыта олыс бұрыстой. Бұл маннық мас палка барсып. Ким өр ұтығын үрдітер тұрыр бұтығы, ол қайылақ болар. Өйден не? Жәрі, көрін. Давайте. Да, молодец. Урсун, нога тебя. Это сколько?
Давайте еще раз поблагодарим ее. Проект попадаем в видео. Чума, Средним и... Итак, всем спасибо, всем участникам, дорогим коллегам в централизованной политической системе, дорогим учащимся школы Аигагата Улахан Махтал. Всем вам хорошей учебы, а главное, дружите. Пусть у вас эта дружба перерастет в большую дружбу. Дружить — это очень хорошо, на самом деле, потому что если у человека много друзей, как говорится, о юрдах кого охтуват, да? То есть всегда он может положиться на своих друзей. А сейчас хочется сказать большую благодарность нашим операторам, которые сегодня нас снимали. Все это происходило у нас в открытом эфире. Все транслировалось на YouTube. Мы ссылку вам скинем, вы сможете посмотреть. Также хочется поблагодарить нашу коллегу Анастасию, которая все это сегодня снимала. Будет такой пост, статья, да, о сегодняшнем мероприятии. Так что все будем, как говорится, замечены в социальных сетях. Итак, всем большое спасибо. Я думаю, сегодня вы получили порцию хорошего настроения.